Расскажите, над чем сейчас работаете, над какими работами? Ну, сейчас в данное время работает сама тема, да, но в основном тема фольклора сейчас вот именно делаю, да. В основном чисто вот тема Заполярья, вот самое, потому что я вырос в Заполярном районе Жиганске, и в связи с этим я особенно вот мне очень дорог и особенно очень импонирует самое эти именно вот тема севера, Арктика и севера, вот, потому что Арктика это целый как океан, такой край, такое самое именно место, где черпать можно полностью, как в космосе. Тундра там, и Заполярье, полярный круг, который вот там 500 километров, там ни одной души нет, только снег и небо. После окончания, допустим, 8 класса я приехал сдать экзамены Якутского государственного училища. И сразу первый день, 4 экзамена я сдал на 5 баллов, и сразу прошел по баллам, стал студентом Якутского государственного училища. Теперь я учился и уехал обратно в Жиганск, 17 лет там работал, и в 1978 году я в Якутск приехал с семьей. У меня семья, дети. Кем работали? Я работал в средней школе, учителем черчения и рисования. И работал в сфере культуры, вот именно в районе. Был директором Дома культуры Жиганского района и заведующим зав. Отделом культуры тоже сам был. Студенты они должны преодолеть свое их задача, они получить диплом, да? Вот они с 1 курса по 5 курс, допустим, занимаются именно учебой, образованием и воспитанием, допустим, да? Конечно, вот каждому я помогаю полностью получить профессиональное образование и, конечно, воспитание то же самое. У меня 4 детей, 2 девочки, 2 мальчика, они уже сейчас не мальчики, не девочки, они взрослые, они уже на пенсии. 2 девочки, ребята тоже, мальчики тоже самое, по 50, вот. И мне внуки, правнуки. Но дети всегда, они все равно всегда дают человеку надежду и именно что-то новое, интересное, что-то. Каждый день ты должен что-то новое придумать, что-то новое делать ради, допустим, вот них, наверное, я думаю, даже ради вот молодого поколения, ради, допустим, своего народа, там что-то делать надо, после себя оставить. Учебный год у нас начинается с 1 сентября, да? Мы начинаем уже с 1 сентября учиться. И до конца, допустим, мая или до середины июня месяца. И в это время я занимаюсь студентами. Остальное время, обычно там 1 пара, 2 пары, 3 пары. После пары я перехожу в мастерскую и работаю, допустим, до часу, до 12 часов вечера, да. И потом уже ухожу домой, и утром опять часов 5 встаю. И утренний пробег обязательно, кросс, это 10 километров или 15 километров, а потом уже я 8 на первой паре иду, на занятия иду. Таким образом. 24 часа в сутки, да, и человек должен себя располагать полностью по часам, по времени он должен уложиться, да, он может делать. Задача, которая оставлена, он может преодолеть, может. Да. То есть вы составляете четкий план на день? Да. А у вас неделя вся расписана? Все расписано, даже по месяцам расписано, сейчас уже сентябрь, по ноябрь месяц все расписано по дням. Сколько часов вы спите, получается? 5-4 часа. 1 выходной у меня есть, воскресенье. Я, как говорится, и держу здоровый образ жизни, да, с малых лет, почти со скамьи. Школьной скамьи, я в 7 классе стал чемпионом Жиганского района среди взрослых. В 7 классе учился. И на спартакиаде района я стал чемпионом по 5 видам спорта. И с этого момента я уже тему спорта не отпускаю. Я по 4 видам массы спорта, я занимаюсь зимним бегом, лыжами и в основном вот весеннее время, летнее время кроссом. До сих пор тоже держу здоровый образ, физкультура и спорт.